В общем, будем о... Ну, в общем-то, всем том же, конечно. Но некоторые еще выводы надо сделать. Зауркты, лайки-то викты, комментарии на башекты. Что-то так конкретно расслабило меня еще. Поспал бы здесь с удовольствием на природе. Такое красивое место выбрался. За Танроркты, лайки-то викты, комментарии на башекты. Спать, да, говорю, расслабило конкретно. Сегодня про, ну, конечно, общие, добрый вечер, Сайбайна, общие темы надо поднять, и их немало. Ну, начнем, наверное, в обратной, получается, последовательности. Ну, наверное, читали уже новости про то, что сегодня были на вот этих днях, в общем, были задержаны Илья Трабер и этот Геннадий Петров. Это люди, э, которые в 90-х, нулевых, ну и вообще и в принципе до сих пор а, представляют криминалитет. Ну, в общем-то, не то чтобы представляют, они и есть криминалитет. Это очень серьезная какая там тамбовская группировка. Ну, короче, авторитеты. И э, они при всем при этом подельники и друзья Путина, Пыпы Путина. Ну, это никто и не скрывал, в принципе, никогда. И они тоже основатели этого кооператива «Озеро», одни из основателей. Ну, не числятся там, я думаю, как официально, но тем не менее все это знают, прекрасно понимают, кто эти серьезные люди. И какой-то, получается, фундаментальный сдвиг происходит. Почему? Потому что, ну, эти люди друзья, получается, может, даже друзья детства. Не знаю, короче, как у них там. Но эти люди вместе крутились, вместе делали, ну как делали, преступным путем. Это тоже все прекрасно понимают, все знают это. В общем, закадычные близкие друзья, путинские подельники, и ни с того ни с сего как бы их закрывают, начинают уголовное дело. Ну, то, о чем мы раньше обсуждали, на каждого есть какая-то папочка, там заведено дело. Когда надо, это дело поднимается и все, идет в оборот. То есть своего время ждала вот эта вот папка и на этого Трабера, и на Петрова. И их время пришло. Соответственно, какие выводы можно сделать? Значит, сужается кормовая база, и уже силовикам, скорее всего, ну кому больше-то? Силовикам уже не хватает денег, нужны новые возможности, да, и они решили съесть их. Может быть, еще какие-то политические моменты. Хотя я не знаю, что эти бандиты. Хотя это все бандиты. Этот же Геннадий Петров этого Бастрыкина назначал. Есть же прослушка. Смешно, да, конечно. Вот этот вот руководитель СК. Да. Такие вот дела.
Понимаете, люди, которые назначают руководители Следственного комитета, потом сами идут по уголовному делу. Ну, не знаю, конечно, будут ли они сидеть, либо, как сказать, скоропостижно что-то с ними случится. Не знаю даже. Такие вот дела. Ладно, в принципе, понятно, что какие-то тектонические сдвиги происходят. Такие фигуры, чтобы кто-то, путинских друзей, чтобы кто-то трогал, ну, такое маловероятно, согласитесь. Только вот в условиях войны, в условиях сужающегося этого пирога, из-за того, что санкции, из-за того, что обстрелы по этой нефтяной инфраструктуре. Что это значит для нас? Соответственно, вот эти вот кланы, которые в Бурятии, в других республиках крутят, которые обладают тоже какой-то недвижимостью, держат в узде бурятский народ, другие народы. Их, соответственно, тоже будут, ну, как обнулять, это, конечно, слишком жестко. Ну, обнулять не в этом смысле, который сейчас новый смысл, да, а маленько, так скажем, раскулачивать. Я думаю, процесс это так и так идет. Ну, тот же Матханов сидит, да, сейчас по терроризму. Хотя какой он террорист, блин, сверхлояльные люди. Эту арку. И они, видимо, знаете, повторяют опять ту же ошибку тех людей из этого Бурнацкома, да. То есть это же тоже были лояльные люди. Конечно, сейчас их хвалят, вот это вот контрэлита и так далее, потому что они как бы их предшественники. Но по сути то же самое, что и вот нынешняя вот эта контрэлита, они были, да, допущены в свое время в 90-х, нулевых годах. Это просто бурятский наш народ и все другие народы должны всегда запомнить. Вот когда начнется распад, крах, что из Москвы и вообще вот эти вот русские, хорошие русские и так далее будут предлагать, вот, давайте там федерацию, да, конфедерацию, мы вам дадим автономию, будете там рулить, да, все такое. Ну вот главное, чтобы не распад и все такое. Никогда нельзя верить им. Все с русскими всегда кончается одинаково. Всегда репрессии, ГУЛАГ, расстрелы. Все одно и то же. И народ, кто-то идет на войну, кто-то бежит. Все одно и то же. Ничего с русскими не меняется никогда. Это в этом плане неисправимый народ. Это просто невозможно с ними никогда ни о чем договориться. У них одна психология. Сейчас тебя обмануть, наколоть, а потом дать тебе время, да, как бы, чтобы ты немножко расслабился, а потом начать опять тебя душить. Это все бесполезно. Это уже сколько времени прошло, всегда одно и то же, одни и те же грабли. Поэтому наши народы должны это себе на носу четко зарубить. Никаких больше договоренностей, никаких больше с ними общения, только полная независимость и все. С ними, я говорю, просто с ними невозможно никак договориться ни о чем. Это в этом плане неисправимо. И у них еще и история их, понимаете, этот народ никогда не жил без какого-то грабежа, захвата чужих территорий. Сама психология у них такая. Их невозможно изменить, с ними невозможно договориться. Это очень хороший, я недавно эфир смотрел. Действительно, вся их история связана вот с какой-то оккупацией, с захватом чужих земель. Даже придумали, да, там, Сибирью будет что-то там прирастать рашка, да, мол, к черту. Теперь, конечно, уже оттуда не выкуришь из всей Сибири, но я не говорю, что всех прямо, да. Те, кто родились, какой-то статус все равно получат, будут жить в той же Бурятии. Но то, до чего мы дошли, я, понимаете, еще сейчас мало-мало, да, не скажу, что очень хорошо, но изучаю историю Кореи. Тут же тоже такая история была с оккупацией японской. Но они все-таки, понимаете, их больше было, самосознание у них, ну, не то чтобы сильнее, но просто то, что больше,
Они очень много делали в свое время для того, чтобы сохранять свою идентичность, и умирали много тоже. К сожалению, такое тоже было. Вот я в тюрьме Садымунта был, где там все там было, и пытки были, и сидели люди, кто боролся за независимость. Страшное время было. Там много корейцев погибло за независимую Корею. И после освобождения там тоже не все так сразу хорошо пришло, и был авторитарный период, и при этом авторитарном периоде тоже много было страданий. Корейский народ очень много пережил на самом деле. Очень тяжелая у них тоже судьба. И то, что сейчас они, вот, как бы сказать, добились благодаря своему труду. Опять же, этот, понимаете, труд, это был очень тяжелый труд. Почему они такие трудяги-то? Они же тоже ездили в Германию зарабатывать деньги, работали там шахтерами, женщинами, медсестрами. Ну, в общем, этот народ, он вообще горе хлебнул немало на самом деле. Это как японская оккупация, потом война, потому что заставляли же тоже корейцев, как и наших бурятов и другие народы, воевать за японцев. Потом разделение это, да, кого-то в Японию увезли же. Они там так и не смогли воссоединиться. Потом сама Корея разделилась на две части. Кто-то родственники, представляете, у тебя там родственники родные живут, и все, ты их не можешь увидеть теперь, потому что все, страна разделилась. Еще это авторитаризм. Ну, вообще, капец. Это вот только-только они начали жить нормально, по сути-то, если так взять. Ну, не только-только, но где-то с нулевых, с 90-х. И то много, конечно, мрачных страниц в истории Кореи есть. И ну, такая вот история. И на этом фоне, понимаете, мы, к сожалению, наш бурятский народ, он больше в оккупации находится, уже 100 лет. В какой-то степени, понимаете, еще корейцы, наверное, на тот момент были более... помнили все-таки больше о свободе. Ну, она у них, понимаете, еще... как сказать-то... Русские в этом плане, они, ну, если так взять, да, они более... У них больше опыт, чем у японцев был оккупации. Ну, еще, видите, японцы проиграли же эту войну. Если бы не проиграли, может, по-другому бы все сложилось. Но это тоже, видите, повезло, конечно, что американцам. Ну, с американцами они за это зарубились-то. Это Пёрл-Харбор и так далее. Ну, а японцы тоже там сами совершили ошибки, конечно. Что-то много на себя взяли. И страданули потом тоже от этого. Но и делов тоже натворили. Тоже так же они, получается, пытались ассимилировать корейцев, переписывали им историю, ну, как наших бурятов, да, сейчас вот русские делают. Все то же самое на самом деле, знаете, это вообще оказывается. Поэтому здесь такая вот... Ну, сейчас, конечно, нету, но я думаю, раньше в целом нету такой, я думаю, любви точно у корейцев к японцам. Ну и памятники везде стоят, вот этих вот женщины утешения, еще что-то. Много, понимаете, этот народ очень много перенес всего. И он сейчас заслуживает хорошей жизни. Опять же, он с неба им ничего не падает, они работают много для этого, для того, чтобы хорошо жить. Такие вот дела. Но они очень много пережили всего. И смертей тут тоже много, страданий, всего очень много было. Поэтому не надо думать, что здесь вот так вот корейцы сейчас это вот типа BTS там или еще кто-то, и все у них так вот сладко, да. Ни хрена не сладкая здесь история. Это история очень тяжелая на самом деле. И ну, изучая историю Кореи и сопоставляя ее с историей Бурятии, с историей других республик, конечно, много параллелей можно провести. И в этом плане, видите, рашки постоянно, по сути, везло. Почему? Потому что еще и географически они далеко как бы от всех отдельно, да. И, к сожалению, мы, видите, как-то оторваны, по сути, слишком далеко мы от развитого мира. Вот это вот печально, конечно. Хорошо сейчас вот Монголия, да, оплот демократии, но она слишком слаба, к сожалению.
что поделаешь. И далеко мы, к сожалению, оказались. Но сейчас самое главное, знаете, вот людям понять. Я, знаете, вот сам этот принцип сейчас скажу и потом буду его обосновывать. Как вообще в Рашке все устроено? Я же недавно этого Чигиринского смотрел, других людей. Все устроено по принципу криминальной банды, мафии. Ну, это понятно, и это во всех республиках так. Вот есть какой-то клан, и 내가 하던 루틴대로 가자고. 자기가 대장이야? там каким образом получается все устроено. Они вот в этом клане своем мафиозном, ну, у Путина же то же самое на самом деле, выстраивают вертикаль, ну, по принципу банды, короче, на семейных, ну, у нас, я думаю, больше на семейных, ну, как вот клан же есть, и там Сопрано или еще что-то типа такого, короче. И они только в интересах, на самом деле, своего вот этого небольшого узкого круга и работают, понимаете? И сейчас то, что мы видим, почему мы не можем-то никак объединиться? Потому что, видите, деньги-то, они все аккумулированы. На самом деле у простого же народа денег нету, у бурятов, ну, таких хороших. И у них еще задача стоит, вот этих контрэлит, ну, быть как бы типа смотрящими, что ли, за бурятами, за другими народами. То есть они, поэтому-то они везде и лезут, и в ПАСЕ там залазят, и везде и создают организации, которые не трогают, да. Ну, вот то, что видели, Скрипецкого завалили, да. То есть представьте, если бы какие-то не связанные с структурами люди пытались бы куда-то пролезть, ну, вот так вот жестко бы поступали, как с этим Скрипецким. Но, конечно, он зря, я уже это говорил в своем видео, против украинцев выступил. Это неправильно было делать, просто чисто по-человечески. Потому что, ну, я понимаю, в любой нации есть не очень хорошие люди там и все такое. Но надо понимать, что это же из-за наших соотечественников, украинцев, был исход такой из Украины, да, то, что, ну, представьте, вот бомбят, вот сейчас в Москве бомбят, да, ну, и НПЗ, конечно, не жилые дома, но, к сожалению, бывает, но я думаю, это не целенаправленно было, там, что по домам попадает, это просто вот когда сбивает, он как бы с курса уходит и в дом. Ну, к сожалению, это тоже не могу радоваться, что вот такое происходит, люди страдают мирные, хоть и москвичи. Но, тем не менее, это не есть хорошо, по сути, да, что мирняк страдает. Вот есть зафиксированные цели, как нефтяные эти всякие НПЗ и так далее. Это законная цель, это нормально все. А вот то, что мирные страдают, это плохо. И вот в этом плане он был неправ вообще, конечно, Скрипецкий. Нельзя было ему тех людей, беженцев, из-за них какой-то вывод делать. Ну, мы все, знаете, можем поддаваться там. Ну, мы же все не идеальные люди, согласитесь. Бывают среди нас разные не очень хорошие, да, там, не очень хорошо поступают. Да и вообще все люди в какой-то ситуации могут, ну, не очень красиво себя вести. Поэтому ему надо было это просто понять. Я не знаю, он вроде башкорт был, он должен был все это понимать. Ну, не знаю, короче. Теперь что его судить, да, когда все его уже нету. Но, безусловно, то, что он был очень жестким, очень, понимаете, ну, вот чтобы вот такие вот картины рисовать, чтобы такие акции устраивать, это, ну, согласитесь, надо быть таким бесстрашным, капец просто, да, понимаете? И еще настолько он, как бы сказать, все это продумал, свои акции, да, запихал себе в задницу флаг и вытащил его еще и на день этого России, да. Ну, если так подумать, представляете, вот насколько такое, ну, в таком хорошем смысле отмороженный был чувак, да? Что самое интересное, на него почему-то уголовку не завели. На многих завели, да, уже. Даже на меня завели, да, по сути. Еще хотят, что там, террористическую статью повешать.
но все равно ликвидировали. И я так понял, он был в листе ожидания, понимаете, есть у них, у конторы есть лист людей, которых они хотят ликвидировать. И поэтому, конечно, вот кто этими делами занимается, ну, вы не знаете 100%, у вас же нет там связи, вы находитесь в этом листе или нет, поэтому все равно меры предосторожности надо соблюдать. И вот эти все угрозы, которые там в чат пишут, их теперь нельзя тоже игнорировать, понимаете? Такие вот дела. Поэтому это все перестало быть какой-то просто, знаете, вот приколом или еще что-то. Ну, как видите, все это реально происходит. Ну, как я уже отметил, в моих глазах он просто был, является таким, наверное, юродивым в том плане, что он не боялся эту правду говорить, жестко выступал. Ну, своим, конечно, способом, методом, имеется в виду, картины рисовал. Такой он был человек. Ну, вот так вот с ним жестко. Причем, что я еще удивился, стреляли ему в спину подло, то есть испугались в глаза посмотреть. Ну, как сказать, легендарный статус он обрел, что тут сказать. И то, что о нем молчат хорошие русские, это тоже показатель определенный, понимаете. Не знаю, боятся ли они или еще что-то. Хотя Фейгин говорит, вот, да, он, у Дудя я немножко послушал, что вот там, мол, Яшин, там никто не связан с конторой. Ну, я как-то, знаете, вот я абсолютно не верю. Ладно, может быть, он там не агент или еще что-то, но тем не менее, они же все в Москве там крутились, общались между собой, где-то пересекались, там кофе пили, еще что-то такое. Ну, и у них есть же общее представление о том, что, ну, типа, развал не нужен. Они все для этого, я думаю, будут делать. И делают, в принципе. Поэтому то, что, в принципе, в народ это очень сильно ушла, да, история про Скрипецкого. Простой народ, конечно, его поддерживает, соболезнует. А хорошие русские, как всегда, молчат при таких делах. Понимаете, могли бы, конечно, выступить, какую-то акцию устроить, но тоже такие вот дела. Ну, чувак был полностью независимый сам по себе. И представляете, вот он один без ресурсов смог сам себя настолько мощно поднять. Такие акции устраивал. Ну, реально такой безбашенный тип был. Ну, видимо, он их, как сказать, ну, то, что, понимаете, чувака, который художник, акционист, перформансы устраивал, чтобы его убивать, но это уже у них горячее сердце, там холодный ум, все такое, чистые руки, но все наоборот получается. Никаких чистых рук никогда и не было на самом деле, никакого холодного ума, они уже чисто импульсивно действуют, понимаете. Все уже, понимаете, у них нету никакой выдержки. Просто пошли уже на макруху убивать. Это же тоже о слабости говорит системы. Они уже сильные политики, сильные вообще люди на такие вещи, ну как, не должны внимания, в принципе, обращать. Критика — это нормально, это ничего такого не должно быть. Ну, здесь даже не то чтобы критика, здесь он просто показывал, что все как оно есть. Такие вот дела. Ну, то, что там сейчас будет твориться, я думаю, это только начало, да, то, что вот этот вот бензиновый кризис, даже уже в Москве, там невозможно заправиться, других, тем более в Крыму, там, да, где там Краснодар, ну, там очень печально. Я думаю, это только начало, на самом деле. Дальше-то что будет? Рост цен, инфляция. И, ну, понимаете, вот это вот я Чигиринского еще посмотрел, да. Ну, такое чувство, что заслали специально чувака как-то еще и к Гордону. Ну, это же все равно один из самых влиятельных украинских блогеров, этот Гордон.
огромная аудитория, и он со своими там нарративами, да, что вот там чуть ли не Соловьева простить надо и так далее, да. Но понятное дело, что таких людей, как Соловьев, там, Скобеева, э, как их, Киселев, никто прощать не будет уже. То есть этот Чигиринский либо он дурачка строит, либо как-то пытается какой-то, как сказать, внести какую-то ересь, короче, о том, что... Ну, это, конечно, по сути, это так оно и есть, да, это что Соловьев, что Скобеева. Конечно, они ни во что не верят в это, то, что они говорят, это просто играют. Понятное дело, что лохов разводят. Но он правильно все говорит, по сути, это так оно и есть. Конечно, да сами ФСБшники, они что, верят, что ли, в это все? Нет, конечно. Просто у них не получилось быстро захватить, вот и все, обосрались, как говорится. Они все понимают, на самом деле, и Соловьев, и... Но тут, понимаете, когда столько смертей там в украинской стороне, да, столько людей погибло, их никто там прощать не будет. Я не знаю даже как. Ну, в лучшем случае они будут сидеть очень долго. В худшем случае их просто ликвидируют, как вот этих всех остальных генералов. Вот то, что происходит. Они, я думаю, это прекрасно тоже понимают. Ну и на каких-то, наверное, постоянно на этих антидепрессантах сидят, на каких-то этих запрещенных веществах, на алкоголе. Ну, чтобы стресс снять, понимаете? Как сказать, смертники они, по сути-то. Кто их защищать-то будет? Кому они нужны? Ну, конечно, они как символ какой-то определенный нужен, но по большому счету, да, я думаю, их, наверное, и свои же, если что, завалят. Они слишком много знают эти, все равно они общались же, там, ЦУ получали, методички эти. Наверное, зачищать их тоже будут потом, время придет. Такие дела. Так что вот эти вот боты, которые сидят, тоже вас свои же могут и зачистить. Такие вот дела. Ну, руководители, наверное, точно будут, кто там, чтобы концы в воду все, когда вот этот крах начнется, распад, развал. Так, этот Лукашенко, да, интересная тема с Лукашенко. Неожиданно он, да, переобулся, как сказать-то, такой этот, в воздухе переобулся, как говорится, неожиданно извинился перед Зеленским и начал дистанцироваться от Москвы, да, от Путина. Это, конечно, интересно. Это такая неожиданная как бы тема произошла. Ну, все понимают, что Лукашенко это хитрый лис. Это такой тип, который, знаете, вот без мыла, да, кое-куда залезет. Это вот реально настолько, как говорят, ну, он настолько продуманный какой-то, настолько хитрый, настолько умеет лавировать. Это, конечно, вот невероятно, да, что он столько лет как-то лавирует между всеми этими, да, силами. И вот есть такое мнение, что Лукашенко в каком-то плане он действительно от Беларусь свою, да, свою вотчину он спасает от полной оккупации Рашкой. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Ну, очевидно, что хорошо, да. Если сейчас туда едут русские и белорусам это вообще некомфортно, да, то что, ну, сами знаете, да, вот это вот быдляческое отношение, там, да, начинается вот это все. Ну, сколько было уже комментариев, что едут туда россияне, дорогие россияне, да, как Ельцин говорил, начинают там показывать свой характер, начинают там диктовать условия свои,
Ну, это никому не нравится в Беларуси. А представляете, если полная оккупация была? Конечно, опять же, как-то хорошо что-то говорить о Лукашенко, это тоже, конечно. Но это, конечно, невероятно, что он такие вещи, не моргнув глазом, понимаете, это, конечно, э, про него надо какой-то точно байопик, наверное, потом снять, как он все это делает. Понимаете, еще самое смешное, что он, э, как сказать, сидит, ну, там, прямой доступ, да, его устранить могут в любой момент. И он в тот же момент успевает еще как-то крутиться там. Ну, очкует, конечно. Вдруг Украина реально разбомбит просто эту Беларусь и все. Там все эти, они же видят, что происходит, вражки-то, что там свободно, хоть Москву, хоть Питер, хоть что, хоть Красную площадь разбомбит завтра. И он-то, конечно, очкует, у него там ни ПВО, ни хрена нету. Если ему там все разнесут, его, как сказать, ну, там хаос начнется. Там Беларусь точно рухнет. Понимаете? Ну, тут уже от безвыходности. Такие вот дела. Понимаете, от Рашки начинают отворачиваться даже вот как бы типа самые близкие, да? Помните в начале войны, что он говорил там? Вот я там хочу Путину показать, с 4 сторон хотели там напасть. Через 4 года войны все уже, да, перевернулся полностью. Я хочу извиниться, что-то. Это, понимаете, вот это тот случай, да, когда это, как извинился на камеру, да. Есть же этот прикол там, извиняйся на камеру. Вот Лукашенко продемонстрировал, высшее должностное лицо, президент страны извинился. Еще, знаете, было бы это смешно, если бы он это, да, как вот есть же эти из этой серии ролики, когда там кто-то его бьет, как бы, да, и он там говорит, да, извиняюсь. Ну, это вот так вот выглядело на самом деле. Ой, блин. Еще по имени отчеству назвал Владимир Александрович. А этот меня повеселил, конечно, Лукашенко. Фу. Не знаю, белорусы там видели, нет? В Беларуси. Но я думаю, они тоже, наверное, поржали с этого. Ну, кто за границей-то по-любому. Такие дела. Ну, а если говорить о... Ну, продолжая эту тему, да, про вот эти вот контрэлиты. Понимаете, я не знаю, по какому принципу они вообще согласились в свое время. Знаете, вот я это писал уже в своем посте. Вот Саха, да, в 90-х годах я такое слышал, что Николай все-таки он, ну, президент был, да, вкладывался в свою республику. Ну, я так считаю и слышал, что он много сделал действительно для национального самосознания. У нас же был вот этот вот черт Потапов и остальные все. Да даже Айдаев, по сути, что он, кроме этих своих памятников, особо ничего не сделал. Ну, хоть что-то, конечно, но все равно это очень мало. Понимаете, вот этих у нас, вот это вот, то, что так давно, вот эта манкуртизация идет, это вообще проблема очень сильная. И то, что они, вот это вот поколение этих всех политиков, и даже нынешние какие-то, те, кто под ними ходит, ну, опять же, я говорю, у них принцип устройства клановый. То есть они не служат каким-то, ну и вообще не идут в это дело ради какой-то идеи, ради чего-то, а чисто кэш. И просто их как бы внедряет в это. Only cash, only money, да? Только за бабки все. И из-за этого они, понимаете, вот подписывают сделку с дьяволом, с русскими, с Москвой. И понимаете, ну, видите, в 90-х, да, дали им поворовать в Бурятии, лес там воровали, еще что-то. Поворовали. Ничего для бурятского народа не сделали.
никакой вклад в идентичность, вообще ничего не делали они, только воровали. Чем сейчас кончается? И в конце концов еще и свой народ пустили под нож, да, отправили на войну, способствовали этому. Ну, с них потом еще спросится, конечно, хотя они этого не хотят, но по сути должно. И понимаете, сейчас, когда их самих будут гасить, та же Москва, да, те же русские, ну, видите, они начали уже друг друга тоже жрать. Вот это вот Трабера всяких, этого Петрова. Ну, это же близкие кенты же это, по сути, подельники Путина. И, ну, такое вот, как бы сказать, ну, это действительно тектонический какой-то сдвиг. Это что-то вообще мало предсказуемое. Это же вот он начал своих кентов сдавать. Что он, думаете, за каких-то там будет переживать в Бурятии какие-то кланы, что ли? Нет, конечно. Тоже их всех будут гасить, значит. Да и гасят, наверное, уже. И с чем? И вот, понимаете, за них, вот за вот эти контрэлиты и вписаться-то некому будет. А что они? Что они для бурятского народа, что ли, что-то делали? Для кого они вообще? Они никому нахер не нужны, по сути. И никто о них жалеть даже не будет, когда их будут садить или еще что-то, или отбирать их имущество. Да какое их имущество-то? Разворовали Бурятию, да и все. Помогали воровать русским. Ну, я в этом плане, знаете, надеюсь на то, что наши буряты... Народ, понимаете, все от народа зависит, а не от кого-то там, кого назначила Москва. Вот надо вот это из башки выкинуть, вот это вот мировоззрение, что, как сказать, в каком-то вот этом манкуртское порабощенное сознание, что кто-то должен прийти там, руководить, и какие-то там контрэлиты должны стоять. Нахер эти все контрэлиты или еще кого-то? Вот Суглан, на Суглане выбрали людей, и все, тех, кто должен руководить реально. А не вот этих всяких каких-то непонятных людей, которые за бабки все продадут, всю Бурятию, хоть что, хоть самих себя продадут. Ну, в конце концов, так и получается. Что этот Бурнацком, потом всех постреляли, которые пошли на сделку с Москвой, с русскими. Еще сейчас их пытаются возвеличивать. Ну, опять же, надо, конечно, реальную историю узнать, но, понимаете, я вот для себя одно понял. С русскими невозможно никаких дел иметь. Это просто всегда кончается одним и тем же. Все разграбят, и потом своих же, кого они поставили смотрящими, своих же они тоже их убирают. Такие вот дела. Офигеть, там собака. Поэтому, надеюсь, наши буряты сейчас народ, не эти контрэлиты, а их-то насрать на них. Народ какой-то вывод сделает, что... Понимаете, мы-то не жили же при вот этом крепостном праве. Я не понимаю, как вот за 100 лет вот в такое вот превратились наши буряты. Какой-то бессловесных вообще. 100 лет назад это совсем другой народ был. Сейчас что стало? Конечно, это печально на это смотреть. Ну что сделаешь? Так вот получилось. Такие дела. Поэтому только одно понятно. Вот понимаете, к этому все приходят. Армения, Молдова, Азербайджан тем более. Да, там в Азербайджане, конечно, тоже диктатура. Но раз их там все устраивает и как-то более-менее... Но я же, понимаете, все-таки я считаю, нам, Бурятии, никакая диктатура нахер не нужна. Она все равно кончится одним и тем же. Вот посмотрите, чем Путин кончает. Вот то же самое, да, только гораздо быстрее, я думаю, будет с любой диктатурой в наших республиках. Все, ну, конечно, вряд ли на кого-то смогут напасть. Ну что, все, как сказать, распродадут, все украдут, и потом начнется у них между собой. Все всегда ведет, понимаете, это что это такое-то? Вот это застой же диктатуры. Один человек хочет засесть
и якобы он там знает, как лучше и так далее. На самом деле, конечно, не от этого все зависит. От чего зависит? Тот же Путин наворовал в свое время, надо было сохранить, и чтоб не сел он. Если бы кто-то другой к власти пришел, начался бы суд, да тот же Скуратов хотел же посадить их всех, Ельцина и так далее. Но его, понимаете, его слили конкретно. Ой, блин, собаки эти. Слили его. Тот же Путин и слил. А так, если бы Ельцина посадили бы в свое время, может быть, и по-другому бы пошло. Но, с другой стороны, понимаете, у них же у всех вот это вот имбирские амбиции и так далее, все это было. Оно, знаете, я так сейчас думаю, что по-другому, видимо, и не должно было никак кончиться, кроме как сейчас. Потому что вот то, что мы сейчас видим, символично, да, все это, то, что удары по Москве там и все. И то, что ну, полный крах, распад. Ну, это же прекрасно, согласитесь. Мы должны были все это увидеть своими глазами и понять, что ну, Москва на самом деле, ну, как сказать, мы должны были всю узнать историю на самом деле, понимаете? Мы в этом мифе, в этой лжи, к сожалению, жили, росли, да, что вот якобы там фашистов победили, еще что-то. А оказывается-то как? Оказывается, русские с немцами заодно были, и никакие они не были хорошими. Они, оказывается, оккупировали, так же, как и фашисты. Да и они и были фашисты, на самом деле. Вот эту всю историю мы должны были узнать. И, понимаете, мы должны были увидеть всю вот эту вот глубину падения вот этого русского мира, чтобы понять вообще, да, чтобы у нас не было... Они же нас воспитывали в том, что вот якобы там какая-то коммунистическая идея есть, там братские народы, какая-то херня, да, там все это чушь оказалась полная. Вот это все мы должны были увидеть крах вот этого всего и полную лживость их, понимаете, то, что они сейчас творят-то, вот удар по Киеву, Печерской лавре, понимаете, они даже по сути свою религию, да, ну как бы это же все христианство, ну там может быть, конечно, какая-то разница есть между украинской и этой. Но все равно это все православие и так далее. И они, понимаете, говорят, вот они такие верующие или еще что-то. Вот они так, как сказать, украинский народ братский для них. А на самом деле их, видите, как уничтожают, что там устраивают. Даже храмы бомбят, учреждения культуры. Мы должны были увидеть, что такое на самом деле русский мир. Что он из себя... Что он представляет, что это такое, узнать всю эту историю и про Вторую мировую войну, и про, про Грузию, да, в 90-х годах, что они там творили. Благо, что вот эти каналы... задолбал эту паутину. Про Грузию, про Чечню, про... Да про много что. Про Чехословакию. Да и сама по себе, понимаете, идеология-то у них очень простая же. Какая? Захватить и все, и сидеть на этом, держать. Вот простая тупая идеология. Никакого роста, никакого развития, ничего вообще. Что-нибудь захватить, оккупировать и сидеть на этом. Кому это нужно-то? Понимаете, русскому миру нечего предложить давным-давно. Да и никогда не было никакой идеологии. Такие вот дела. Поэтому, раз оно шло... Единственное, знаете, вот что мне понравилось у этого Чигиринского, я даже удивился, да, что он такие речи произнес. Хотя тоже какой-то шулер, мошенник, по сути, да, если так взять. Ну, явно нечестным трудом заработал бабки. Еще потом не говорит, как он в Германии поднялся. Ну, конечно, он с конторой, я думаю, был связан. Просто не говорит. Зачем он будет об этом говорить? Савасьянов у него был замом. Ну, понятно, что главный КГБшник Москвы. Как будто бы он, знаете, не знал про это, да? И общался с такими людьми, с Лужковым там. Но я удивился, то, что он одно сказал, да? То, что вот русский народ должен понять, ну вот
я это всегда говорю про бурятский народ, что только он сам решает свою судьбу. Никто там не может его, за него решить. Мне это настолько удивило, что он такие фразы говорит. Ну, конечно, он там, не знаю, пытался как-то отмазать Соловьева там или еще что. Я думаю, никто, конечно, его слушать не будет. Ну, это же конкретные военные преступления. Он военный пропагандист. Он никуда не отвертится. Он будет сидеть. Ну, либо его зачистят, чтобы он там не болтал лишнего. Что, думаете, он там будет хранить эти секреты, что ли? При первом же допросе все сразу расскажет. Так что таких людей, они, наверное, понимают, что у них выхода нету. Их сама система и, как сказать, сразу или из окна выйдет, или еще что-нибудь, или как этого Скрипецкого застрелят. Ну, там найдут. У них там арсенал большой, как они будут работать. Так что эти, видите, все подписывают. Ну, вот контракт с дьяволом, действительно. С русским миром это вот так вот все. Так у них по-жесткому. Они по-другому не умеют как-то, не знаю. Такие понятия у них. Либо так, либо никак. Поэтому, понимаете, я не знаю, вот те люди, которые сейчас в Бурятии и так далее, хотят в эту сферу идти, ну, надо понимать, что все кончится одним и тем же. Если с русскими опять пытаться договориться, они через какое-то время опять начнут с ума сходить и начнут, как сказать, геноцид свой опять устраивать. Опять начнут всех кошмарить. И в конце концов тех, кто они с кем работали, они их будут устранять. Понимаете? Я вот только такой вывод сделал. Ну, это исторически еще подтверждается. Вот они, видите, как со своими братьями украинцами поступают. Ну, как, конечно, украинцы скажут, что они им не братья, но они же их сами братьями называют. Это что за брат такой, да, который те бомбит, уничтожает мирные города, мирных людей, уничтожает объекты вот этих культуры, храмы уничтожает твои. Это что за какие-то братские отношения? Таких братьев нахрен не надо. Такие дела. Так. Кто, а не кого ты имеешь в виду, называя русским? Ты про Путина или про весь русскоговорящий народ? Ну, русские это в плане власти имеется в виду. Ну и я думаю, это же все понятно. Войну развязал все-таки сам русский народ, по сути. Это я не считаю, что можно говорить, что это только один Путин. Это вот глубокая специальная операция, что это вот только ответственность Путина. Это не ответственность Путина, понимаете? Это при поддержке русского народа эта вся война происходит. Если бы ее не было, ну, понимаете, сколько там уже? 1,5 миллиона, да, у русских погибло. Если бы не было этих людей, кто пошел воевать за деньги там или не за деньги, то один Путин не мог бы воевать, согласитесь. И, в принципе, без их поддержки, они же там деньги собирают, еще что-то волонтерят, там, в принципе, поддержку оказывают. И столько лет выбирали этого Путина, да. Но они поддерживают же все это, все, что он говорит. И сколько лет пропаганда шла. Поэтому, если обобщать, я, видите, не вижу, что мы можем как-то жить в государстве, вот в этом, да, недогосударстве, которое называется Рашка, Россия, да, по-вашему. Вот у нас есть Бурятия, мы там должны жить. Это наша
земля. Ну, вот те люди, которые по национальности русские, я не говорю, что мы их оттуда выгонять или выкуривать, еще что-то. Это просто будет определенный статус у них, понимаете? Вот как... Мы же должны определить, вообще понять, как вот эти люди оказались. Это как в Эстонии, да, там, в Латвии, в Литве. У них же есть свой, как сказать, статус определенный. Также и наши русские должны, кто у нас живет. А те русские, которые там средней полосы или еще кто-то, ну, это вообще это какие-то посторонние для нас люди. Я не считаю, что мы соотечественники или еще кто-то. Малоинтересные для нас люди. И по большому счету, не то, что малоинтересные даже, это оккупировали они в свое время нашу Бурятию. Почему мы к ним вообще хорошо должны относиться? Если бы Бурятия, допустим, была бы большая и, ну, допустим, в свое время откололась бы, да, в 90-х годах каким-то чудом, я вот сейчас больше чем уверен, что, может быть, и на нас бы напали, да, как на Украину сейчас напали, или Казахстану угрожает, и всем другим республикам. То же самое и с нами было бы. Мы просто на тот момент не смогли выйти из состава. Поэтому русские для нас никакие не союзники, не друзья в этом смысле. Ну, все же прекрасно понимают вот отношения сейчас русских и украинцев. То же самое и со всеми другими народами на самом деле. И с Саха, и с тувинцами, со всеми вообще. Русские ни для кого не союзники. У них же, они же сами говорят, у них два союзника. Их армия и флот. Ну, флот-то уже ушел, как бы сказать. Куда его послали, да? Русский военный корабль же послали, он туда и ушел. Ну вот русская армия сейчас тоже в том как бы направлении двигается. Какие дела? Чё? Так, ну идут. Что-то у меня телефон садится. Наверное, сейчас буду заканчивать. Русский международный. Ну, до поры до времени, в принципе. Никаких крупных открытий, ничего на нем не делается. Все, в основном вся научная... В свое время был немецкий язык, оказывается. Но потом, после Второй мировой войны, вот, как бы эпоха английского. Помните, раньше еще и французский был. А сейчас эпоха английского языка. Ну, как-то не видно, что они такие настолько ошибки будут совершать, что английский язык перестанет котироваться. Поэтому, скорее всего, главенство за ним и останется. Ну и так много литературы, так много всего уже на английском. Сейчас вот вообще самое такое нормальное время началось. Прохладненько более-менее. Этих крабов здесь сейчас покажу. Что-то куда-то загасились все. Это мужик с музыкой, что ли, едет? Я думаю, откуда так резко музыка взялась? Ладно, наверное, скоро заканчивать буду. А то у меня телефон садится. Что это такое? Крабы. Сейчас покажу крабов. Тут такие крабы интересные. У него одна клешня такая здоровая. А, вон сейчас. Вот видите, вот эти два типа. Это два краба. Только они пока застыли. Их тут валом вообще. Вот двигается один.
боком идет, видите? Одна такая здоровая клешня левая, а справа ничего нет. Игру играли или смотрели хотя бы этот. Блин, я забыл. Название забыл, с памятью хреново, блин. Ну, короче, эти крабы здесь гасятся. Вон он застыл что-то. Я сперва думал, что это такое. Вон еще один. Вот он. Я сперва думал, что это такое вообще. Потом понял, что крабы, когда приблизил. Вот он идет, у него клешня здоровая такая. Тут их вообще валом. Национальность не надо. Ну, я согласен. Но, как сказать, конечно, не надо, но почему-то война-то идет сейчас, согласитесь. И Бурятия находится в оккупации. Поэтому из этого надо как-то выбираться, выходить из этого всего. Такие вот дела. Ну ладно, по поводу этого, я думаю, вы поняли мою мысль. По поводу того, что когда все это начнет разваливаться, рассыпаться, ни о каких мыслях о там, федерации, конфедерации бесполезно. И доверять вот этим всем контрэлитам тоже. На что они, собственно, сделали хорошего? Только пиар, только обман. Ну и то, что сейчас с ними будет, видимо, происходить, это... О, вон еще один идет. Закономерно, в принципе. Сейчас покажу его еще раз. Вон он. Че он? Типа снимает его и застыл. В этих он, видимо, норках живет. Короче, сейчас, видимо, отлив. И поэтому они тут по суше. Вон еще один ползет. Крадется. Где он там? Короче. Как только начинаешь снимать, они что-то это начинают прятаться. Замирают. Понимают, видимо, что их снимают. На пятерку рассуждал. Ну, 5 лет как раз у меня уже есть. 5 лет и 3 месяца. Так. Это что, злорадствуешь? Что злорадствуешь? Ладно, на сегодня, наверное, все. Занух идут. Барила. Комментарий, башты, лайки, ты, занух идут. Дахинул за трабайрте.